Давно наблюдаю у некоторых наших чиновников такое отношение к международным практикам, опыту и ресурсам. Не учите нас жить, помогите материально. Вот для этого помогите материально, они могут их оставить. Потому что, извини, если бы они хотели бы, допустим, вот это такое зло, ну что же вы их не попросили из Абхазии? Прекратите их, аккредитация закончилась у международных неправительственных организаций. Попросите агентство, пусть уйдут отсюда. Ну давайте, какая вам разница, что там говорят НПОшники? Вы же и так на наше мнение не обращайте внимания. Ну тогда сделайте, не делают этого. Ну, наверное, все-таки оголятся какие-то сферы, там, в социальной сфере, гуманитарной и так далее. Потому что помощь все-таки идет медицинской. У нас целые программы по СПИДу, по гепатиту С поддерживаются международными организациями. Вот это все оголять они сейчас не готовы. Но и может быть, я еще надеюсь, там же среди, так сказать, лоббистов этого закона есть там бывшие дипломаты, которые, наверное, тоже понимают, ну, у нас какой-то все-таки какая-то форточка, где мы можем доносить до международного общества напрямую и отстаивать свои права. Наверное, может быть, кто-то это тоже понимает, я не знаю. И это для меня, вот то, что они не убирают отсюда международные организации, еще одно доказательство того, что главная цель – это все-таки борьба с иным мнением, чтобы люди, критикующие власть, не имели такой возможности.